Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. В это воскресенье, 2 февраля, исполняется 120 лет со дня рождения академика, профессора, доктора технических наук Николая Васильевича Черского, имя которого с 50-х годов прошлого века прочно связано с нашей республикой. Свой трудовой путь будущий академик начинал во флоте. И его тогда звали Николай Селезнев, и по традиции этих революционных лет, это было 100 лет назад примерно, он взял себе звучную фамилию Ивана Дементьевича Черского, геолога, палеонтолога и географа, который много лет отдал изучению Восточной Сибири и, в частности, Якутии. Выбор оказался символичным. Николай Васильевич, как и его однофамилец, стал геологом и сделал неоценимый вклад не только в научное, но и в промышленное развитие и освоение Якутии. И вот в преддверии его юбилея, в преддверии Дня российской науки, который мы отмечаем 8 февраля, с представителями этой самой науки мы решили поговорить о личности Черского, о его вкладе, о развитии якутской науки. Добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я знаю, именно Черскому мы обязаны открытием первого в Якутии месторождения природного газа. Вообще в целом Лено-Вилюйской нефтегазовой провинции. Кроме того, он был соавтором оригинальной научной гипотезы образования алмазов в земной коре, да, что на практике было доказано открытием месторождений. Он руководил якутгеологией, когда были открыты первые кимберлитовые трубки. Вот какие все-таки, какие его научные открытия считаются самыми главными, основными? Добрый вечер, коллеги, друзья. Очень символично, что мы встречаемся в начале месяца февраль. Февраль для нас, для ученых, для исследователей очень важный месяц, потому что мы 8 февраля уже будем отмечать 301 год со дня основания Российской академии наук. А в этом году очень важно и символично, что мы отмечаем еще и 120-летие выдающегося нашего коллеги, нашего учителя, нашего председателя якутского филиала Сибирского отделения Академии наук Советского Союза Николая Васильевича Черского. Про научное наследие мы еще будем конкретно говорить, но я как генеральный директор Федерального исследовательского центра могу сказать, что Якутским научным центром руководили многие выдающиеся ученые, руководители, но заслуга Николая Васильевича особенная, потому что не только научная инфраструктура была организована, создана, но и вся инфраструктура, которая обеспечивает развитие фундаментальной и прикладной науки. И вот надо заметить, что Николай Васильевич, конечно, как выдающийся ученый, очень огромное внимание уделял развитию науки, различных отраслей и направлений, но вот его научное чутье подсказывало, что необходимо развивать также и инфраструктуру. И вот сегодня мы не только Федеральный исследовательский центр, не только коллективы Федерального исследовательского центра, но и многие научные учреждения благодарны Николаю Васильевичу за его вклад, за его труд, который нам сегодня очень нужен, и мы пользуемся его наследием. Но понятно, что он был не только выдающимся ученым, но и организатором. Но вот с научной точки зрения, что считается самым важным его открытием? Это исследование нефтегазоносное или алмазное, или то, что по золоту? Такой у меня абсолютно ненаучный вопрос. Позвольте коротко. Просто я, Михаил Петрович, добавлю. Вот то, что касается развития инфраструктуры Якутского научного центра, Николай Васильевич, он непосредственно участвовал в создании Института геологии, Института космофизических исследований, Института экономики и многих еще структурных подразделений, которые до сих пор работают. А создание нашего Института горного дела
Он непосредственно принял участие и был самым первым Руководитель. директором-организатором нашего института. И он работал до 1985 года включительно. А касательно его научной деятельности, ну, вся страна знает, и, будучи еще СССР, за это он и награды свои определенные получал. Он первооткрыватель со своими коллегами из Новосибирска, с Москвы, учеными, природного состояния газовых гидратов в залежи нашей Земли, нефтеобразования в зависимости от сейсмических условий. И он даже предсказывал природообразование алмазов. Но он до того был распространенный, поэтому он не только геолог, мы его считаем специалистом высшего уровня мирового горно-геологического плана. И как горняк, и как геолог. Прежде чем в Якутск приехать, он уже в зрелом возрасте сюда приехал. В 1953 году он уже был сложившимся, у него богатейший опыт нефтегазовой промышленности СССР. Поэтому и он и начал заниматься техническими науками, гуманитарными, которые связаны с развитием нашей республики, богатой очень недрами. Мы, благодаря ему, до сих пор город Якутск питается газом, который нас греет, кормит. Это непосредственно вклад Николая Васильевича. Если можно, я еще добавлю Конечно. пару слов. Значит, вот совершенно правильно и Владимир Петрович, и Сергей Михайлович говорили о том, что Николай Васильевич прежде всего геолог, специалист в области горного дела по нефтегазовой промышленности. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, что, собственно говоря, в 60-е и 70-е годы в нашей республике произошла, не побоюсь этого слова, промышленная революция. В том числе это освоение богатейших залежей в Южной Якутии. И вот фактически два человека, фамилии которых начинаются на букву Ч, создали вот этот прорыв в области реальной экономики нашей республики. Это, значит, он тогда был первым секретарем обкома КПСС Гаврил Осипович Черяев. Столетие которого мы отмечаем Совершенно тоже в этом верно. году. И Николай Васильевич Черский. Наверное, это тоже символично. И, значит, помимо всех прочих заслуг Николая Васильевича, он ведь еще на самом деле был очень значимым государственным деятелем. Он был бессменным членом бюро обкома партии. Благодаря этому как раз вместе с Гаврилом Осиповичем они и смогли продвинуть на всесоюзном уровне вот этот проект освоения Южной Якутии. Он был депутатом Верховного Совета СССР целого ряда созывов. И то, что он в итоге был избран член-корреспондентом, а затем академиком Академии наук СССР и удостоен звания Герой социалистического труда Союза СССР. Это все не просто так, это многократно заслужено. Вы тоже хотели добавить? Да, я хотел добавить следующее. Вот если говорить про освоение нефтегазовых наших месторождений, то тут же была Черским совместно с Черяевым проведена очень результативная работа с руководством Советского Союза. И она была связана с чем? Она была связана с тем, что запасы по газу не были окончательно еще утверждены, но они тогда, насколько я в курсе, Николай Васильевич был хорошо знаком с секретарем ЦК Козловым, он договорился с ним о встрече, принес ему одно небольшое письмо, в котором была обоснована возможность газификации города Якутска собственным газом. И с этого все и пошло. В принципе, этот Козлов имел достаточно много власти, и он нарисовал на этом письме резолюцию, там, осуществить строительство. На этом все кончилось. Все пошло в госплан и так далее. Был принят план строительства газопровода, его проектирования и так далее. То есть не и в кончилось, а течение началось. буквально нескольких лет газ поступил в Якутск. Вот такое было. И что говорить еще, к примеру, об инфраструктуре науки, так? То, по сути дела, почти 100% всего, чем сегодня обладает якутская наука, было построено благодаря его заслугам. Практически все здания институтов, и очень, что было важно, это
весь жилищный комплекс. Я, насколько помню, в тогдашние времена, вообще говоря, сюда прилетал председатель сибирского отделения академик Лаврентьев, и с тем же Черяевым обсуждался вопрос, как вот эту инфраструктуру всю можно было бы обеспечить легче всего. И у Лаврентьева была позиция строить, как в Новосибирске, отдельный академгородок с институтами, с жильем, и финансы у него на это имелись. Но у Гавриила Иосифовича был свой вид на это дело. Он очень хотел, чтобы сам город красиво выглядел. И поэтому он заявил так, что я вам даю в центре города большой кусок территории, пожалуйста, стройте там и институты, и жилье, но чтобы не было такого, что в центре города еще трущобы сохраняются, а за городом построен огромный комплекс современных для того времени зданий и сооружений. Вот так вот все было. И там надо еще отметить, что Николай Васильевич сам лично отслеживал, как идет процессы строительства. Вот я сам это много раз видел. С каждой очередной командировки, а он очень часто бывал и в Москве, и за рубежом, и по России, по Советскому Союзу много ездил. У него первое, что он делал, прибыв в Якутск, он сразу, его встречали еще в порту, естественно, так чуть ли не с трапа самолета раньше. И он в первую очередь объезжал стройки. В то время, например, в конце 70-х у нас издание физтеха строилось, и тут, и в городе, и за городом у нас второй корпус тогда строился. И я это лично много раз видел. Приезжает, смотрит, разговаривает не только со строителями, но и с нами. Мы-то в те времена очень много привлекались к строительным работам. Студенты? Нет. Сотрудники института создавали свои бригады, и каждый отвечал за свой фронт работ. Вот, к примеру, мои коллеги, мы занимались полимерами, так? В основном, вот, например, в нашем корпусе по автодорожной отвечали за кондиционирование, за систему кондиционирования и вентиляции. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, скоро вернемся в студию. Это «Якутия в деталях». В преддверии Дня российской науки мы разговариваем о наследии Николая Васильевича Черского. И перед тем, как прерваться на рекламу, нам рассказывали о том, как Николай Васильевич лично проверял стройки, и там участвовали научные сотрудники при строительстве институтов. Но вот Николай Васильевич, конечно, не со всеми, но с большинством был знаком. Но надо отметить следующее, что он еще был хорошо знаком с самими строителями. И не только с прорабами, но и, видимо, с бригадирами или с кем-то. Короче говоря, он приезжал и еще спрашивал, а где там Федор Иванович, к примеру? Ну, ему говорили, что вот он там-то, там-то, то-то, то-то делает. Вот такое вот было у нас в свое время. В этом году исполняется не только 100 лет Черяеву и 120 лет Черскому, но исполняется 100 лет первой комплексной экспедиции Академии наук СССР, которая была организована по инициативе первых руководителей республики, в частности Максима Кировича Амосова, в 1925 году. И в ее результате были уточнены основные направления развития народного хозяйства ЯССР. И вот Николай Васильевич был одним из вдохновителей, организаторов, инициаторов. Некоторые итоги этой экспедиции, в общем, жизнь претворял. Вот в чем его историческое значение. Я знаю, что сейчас в последнее время говорят о необходимости новой экспедиции, через 100 лет ее повторить. Вот про это. Да, вот представляете, после разрухи, после гражданской войны
1925 году молодой руководитель нашей автономной республики Максим Кирович обращается в Президиум Академии наук Советского Союза, и Президиум поддерживает и направляет научную экспедицию вот наш край. И очень представительная была экспедиция, работали 16 академиков, 9 член-корреспондентов, сотни профессоров. И вот мы недавно отметили столетие нашей автономной республики и отмечаем вот бурный рост, развитие во всех отраслях экономики, инфраструктуре. И это, в общем-то, благодаря вот первой научной экспедиции Академии наук Советского Союза. Основы нынешнего вот нашего промышленного развития заложила именно та экспедиция. Да, и мы еще должны вот архивами очень серьезно работать. Очень многие материалы хранятся в Санкт-Петербурге, Москве, в нашем архиве. И есть вот наше намерение в этом году. Мы не только необходимо отметить этот достойный юбилей, но и предложить дальнейшие наши пути развития на основе вот первой научной экспедиции Академии наук. Если можно, я дополню. Да, конечно. Значит, если говорить о первой экспедиции Академии наук СССР, столетие которой, да, мы действительно в этом году будем отмечать, то надо сказать, что ведь результаты этой экспедиции заложили формирование не только всего экономического комплекса нашей республики, но и научно-образовательного. Ведь именно по итогам, по результатам этой экспедиции, вот смотрите, в 1934 году открывается первое на территории нашей республики высшее учебное заведение – Якутский педагогический институт, который в 1956 году становится университетом. Ну и далее мы узнаем уже, что в наше время это Северо-Восточный федеральный университет. В свою очередь, подготовка кадров высшей квалификации с высшим образованием позволила фактически сразу после Великой Отечественной войны в 1947 году начать создавать уже наши территориальные подразделения Академии наук СССР. В 1947 году это база Академии наук СССР, в 1948 году, вот как сказал значит, Михаил Петрович, это уже Якутский научный центр, а затем Якутский филиал Академии наук СССР, еще сибирского отделения не было. Значит, и дальше вот это все развитие, оно именно шло в самой тесной взаимосвязи. Высшее образование, наука, экономика. И вот те годы, которые Николай Васильевич был председателем президиума Якутского филиала Академии наук, Сибирского отделения Академии наук СССР, они как раз пришлись вот на, скажем так, мощнейший импульс в отдаче развития научно-образовательного комплекса в экономику республики. Значит, ну и надо сказать, что уже в 21 веке, собственно говоря, с 2016 года, значит, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была запущена так называемая программа комплексных научных исследований, направленная на социально-экономическое развитие нашей республики. Это своего рода как бы преемники вот той самой первой экспедиции. Значит, в 16 году, в 16-17 году был осуществлен первый этап. Далее, значит, уже по инициативе главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева в 21-24 году был осуществлен второй этап этой комплексной научной экспедиции. Значит, ну и с 25 года, как раз вот буквально на днях, Арсений Сергеевич подписал указ о начале работ в рамках третьего этапа комплексных научных исследований по социально-экономическому развитию нашей республики. Это на 25-27 годы. Так что преемственность полная есть. Ну и про работу в Академии наук, наверное, Владимир Петрович. Ну,
Я бы хотел отметить, прежде всего, значит, что всякое стремление общества к совершенству начинается с людей. С тех людей, которые берут на себя, в общем-то, довольно высокую миссию проводить какие-то преобразования, вводить инновации, как сейчас говорят, вести за собой людей, последователей. И вот в таком ключе я вот, например, представляю себе, собственно, жизнь и деятельность Николая Васильевича Черского. В те времена, в далекие, значит, середина, ну вот, либо продолжение, значит, и результат для реализации результатов научных исследований, комплексных экспедиций Академии наук, проведенных в начале 20-х годов, значит, реализация, значит, этих результатов, направленных на преобразование жизни в этом отдаленном нашем краю, в то время достаточно отдаленном. Почему? Потому что путь обычного человека, скажем, из центральных районов в наши края занимал достаточно продолжительное время, длилось, можно сказать, месяцами этот путь. Ну и я скажу, что находились люди, которые испытывали стремление усовершенствовать, преобразовать жизнь, быт, экономику нашей республики, на территории нашей республики. И вот, скажем, Николай Васильевич Черский, можно сказать, взял на себя большой труд. Это, в принципе, значит, это веление его души, это его человеческое качество. Не всякий мог из крупных руководителей центрального аппарата, размещенных в центральной зоне России, Советского Союза, прибыть на, в общем-то, на неосвоенную территорию, где мало людей, где плотность очень низкая, для того, чтобы усовершенствовать жизнь местных коренных жителей, обитающих на этой территории. И вот Николай Васильевич Черский и вместе с ним достаточно большие группы образованных людей, ну, опять повторяюсь, начиная с воплощения результатов комплексной экспедиции, значит, прибывали на нашу территорию, работали в школах, развивали производство. Ну, а Николая Васильевича была миссия, значит, улучшить кардинальным образом жизнь. Каким образом? Конечно, значит, найти возможные прогнозируемые запасы неисчерпаемых, вообще-то говоря, сейчас в настоящее время, углеводородов для того, чтобы предоставить всему населению нашей страны, в том числе и в первую очередь нашим жителям нашей республики, значит, практически, ну, можно сказать, низкостоящую энергию. Горение природного газа. И чем мы сейчас и пользуемся. Ну и не только сами пользуемся, еще и по силе Сибири в Китай поставляем. Да. И не только в Китай. Но ведь была роль Николая Васильевича еще и в развитии алмаза и золотодобывающей промышленности, да, насколько я понимаю, тоже. И я вот еще, прошу прощения, дополню свой длительный такой спич в этом направлении. Значит, в ходе многолетних, значит, комплексных исследований группа, ну вот Сергей Михайлович об этом упомянул, получилось таким образом, что это углеводородное сырье, находящееся в твердой фазе, значит, так называемыми газогидратами,
вообще может, как говорится, обеспечивать уже все человечество на протяжении очень длительного периода времени. Условия образования газогидратов, это было выяснено, значит, под руководством Николая Васильевича и его коллег. Значит, появление этих газогидратов в земной коре, значит, таковы, что большая часть этих газогидратов находится на дне Мирового океана. Ну, неисчерпаемая кладовая дешевой энергии. Которая нам еще только и в том предстоит числе, осваивать. скажем, на Арктическом, как говорится, под Северным Ледовитым океаном. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о Николае Васильевиче Черском, о его вкладе в сегодняшнее развитие промышленности, георазведки. Борис Моисеевич, вы хотели Если позволите, добавить? я буквально несколько слов, коротко, значит, дополню то, что сейчас только что сказал Владимир Петрович. Значит, дело в том, что открытие газогидратов, основное количество которых как раз сосредоточено на шельфе и в континентальной части вечной мерзлоты, это в нашей республике, значит, было зарегистрировано как открытие в реестре открытий Советского Союза. В России такого реестра нет, в Советском Союзе он был. И надо сказать, что газогидраты – это не только мощнейший потенциальный источник энергии ближайшего будущего, но и очень серьезный фактор в рисках по изменению климата, потому что если хотя бы 10% газогидратов будут разлагаться без улавливания выделяющегося метана, это может привести к необратимым изменениям в глобальной климатической системе. Поэтому это открытие, оно на самом деле, Николай Васильевич, я имею в виду, оно очень актуально и с точки зрения современной климатической повестки. Вот понимаете, серьезные открытия, они устремлены в будущее по самому широкому кругу аспектов. Я вот это хотел добавить. Спасибо. Потепление климата может привести к разлаганию газовых гидратов и выделению огромного количества метана в атмосферу. Который, в свою очередь, приведет уже к необратимым изменениям. Это то, о чем говорили на климатической конференции, Совершенно верно. в том числе в Совершенно последнее верно. время. Ну, в начале программы мы затронули то, что Николай Васильевич был основателем, создателем Института горного дела Севера. Расскажите. Знаете, я из собственных личных впечатлений хотел бы пару слов сказать о Николае Васильевиче Черском. Ну, история такая. Закончил Якутский университет, 2 года поработал в геологии, призван в действительную службу. Демобилизовали, я вернулся в Якутск, и здесь узнаю, что Николай Васильевич создал вместе с Валентином Николаевичем Скубой, его заместителем по научной работе, Институт горного дела Севера. Я не стал возвращаться в геологию, хотя меня там ждали. Скуба Валентин Николаевич повел меня в кабинет к Николаю Васильевичу Черскому. Я вот сейчас только начал понимать, почему он со мной так долго и увлеченно беседовал. То есть все испытал, где учился, что делал, что на службе делал. Ну, я говорю, дорогу делали, мосты, обустройство автодороги. Я-то не знал, что он мостовик в свое время, что он механик. Он много что он значил. Минут 40, он, наверное, 2 или 3 папиросы выкурил. И я был принят на работу сразу младшим научным сотрудником в Институт горного дела Севера. Хотя он меня агитировал физтех проблем Севера, который он же и создал 10 лет вперед, назад вернее. Ну и мое общение, ну я в то время был молодым человеком, членом КПСС. Владимир Петрович знает, у нас были партийные активы, поэтому вот с 81 года у меня почему-то я
часто его видел, не говоря уже о строительстве нашего корпуса, биологических проблем крыльтозоны тоже одновременно почти строились, космофизики строились, много что строились. И Николай Васильевич и у нас был на объектах, на всех объектах Якутского научного центра. И он посодействовал, когда вот организовал институт, он 20 специалистов со всего региона Советского Союза призвал докторов и кандидатов наук укрепить потенциал. Хотя в физтехе был горный отдел, в составе 100 человек сразу пришло в новый наш институт. И запроектирован главный корпус, который сейчас действует. К сожалению, мы не смогли въехать при его еще жизни. Поэтому роль... Сразу же с 80-х годов у нас, он же создал дирекционный совет, он еще был первый председатель дирекционного совета при институте. И правильно говорили, что он очень много лично знал, память у него была очень хорошая. Поэтому, учтя вклад, наш институт, планировался у нас, корпус большой построили. Пока корпус строился, мы тут 4 места занимали. И на Пирогову, на Кулаковскую, на Ленина, на проспекте. То есть жили не так богато, но, к сожалению, когда начали жить богато, въехали в новый корпус, настали перестроечные времена. То есть мы лишились, очень многие сотрудники ушли, кто в бизнес, кто в университет, кто еще куда-то. Поэтому 500 тысяч нормативная база, 500 человек, которые Николай Васильевич планировал в городом институте, к сожалению, не состоялось. Но несмотря на то, что вот в 2002 году коллектив института, мы первый институт, который присвоил имя выдающегося ученого. Я имею в виду город Якутск, где-то это были. Мы обратились в обком партии, в Сибирское отделение, в Российскую академию наук. То есть согласование очень было большое, и нам было присвоено имени Николая Васильевича Черского, директора организатора нашего института. В 2009 году, опять же, по согласованию со всеми структурами, и областными, и городскими, и нашими учредителями Сибирского отделения, тогда был учредитель Российской академии наук, его бюст стоит перед зданием института, за которым мы ухаживаем. Хочу сказать, что Николай Васильевич коллектив помнит постоянно. Это День Победы, День науки, день его рождения. Коллектив выходит, мы это вспоминаем хотя бы немножко, чтобы молодые люди, которые пришли в институт, его не забывали. Да, в День Победы, потому что... Можно я дополню? Да, конечно. Значит, безусловно, в этот год, в год 80-летия нашей Великой Победы, надо отметить и выдающийся вклад Николая Васильевича Черского как воина, как человека, который в суровые годы гражданской войны, во-первых, он был одним из руководителей строительства первого газового трубопровода из Оренбурга в Куйбышев. Это был первый газопровод. И он был одним из руководителей, практически главным, одним из главных руководителей этого строительства. Далее, он на фронте, в действующей армии, значит, руководил разведкой, значит, разведывательным отделом, значит, какого-то воинского подразделения, значит, бригады, там, полка. И в то же время он руководил штурмовыми подразделениями при штурме больших, значит, крупных населенных пунктов, в частности, крепости Кёнигсберг. За все, значит, подвиги при переправе, при штурме Кёнигсберга, при переправе Немана и другие эпизоды своего военного ратного труда Николай Васильевич был награжден государственными наградами за проявленную доблесть, храбрость и мужество. Так что, говоря о человеческих, личностных качествах, значит, академика Николая Васильевича Черского, значит,
я бы хотел выделить вот это вот. Владимир Его, Петрович, я как говорится, поддерживаю. Не зря он со мной миссионерское. долго разговаривал, но я пришел, служил лейтенантом по политической части, Вот это- но я в то время не знал, что он даже фронтовик. Ну, вообще его Николай Васильевич не знал. Вот первый раз увидел, когда он меня принимал на работу, а последний, когда мы его здесь хоронили вместе. И Ну, вообще надо еще отметить, мы что он имели ведь, дело- он ведь на фронт отправился, несмотря на бронь действующую, да, Так, как... да, сначала он... У него бронь значит, была он- со 43-го года. В 43-м году он принимал уже участие на фронт. также и в строительстве вот, бывшей гостиницы «Москва», он упоминал это. Он же имел Виктор. тяжелое ранение в голову, потерял толику мозга своего. И я помню, его домашние иногда над ним подшучивали. Вот, Николай Васильевич, если бы ты не потерял маленько своего мозга после этого ранения, то ты, наверное, бы достиг еще больших высот. И вообще я бы отметил его следующую вот, по организации науки. Вот сегодня мы привыкли уже к чему? Вот где-то с начала 90-х годов эффективность науки стала оцениваться по количеству публикаций. И в первую очередь в зарубежных изданиях. Во времена Николая Васильевича был принципиально другой подход. И я считаю, что он был более верным и более эффективным. Деятельность каждого института оценивалась тем фактическим экономическим эффектом, который достигался в результате внедрения разработок этого научного подразделения в народном хозяйстве. Вот такой подход был. А сегодня как у нас? Независимо от результатов, опубликовали в каком-то престижном журнале в Соединенных Штатах. И причем эти журналы еще требуют, чтобы, если речь идет о технологии, то была описана она очень-очень подробно. И это неправильный подход. Наоборот, мы должны свои ноу-хау сохранять и не давать возможность развиваться другим. У нас остается буквально минута. У нас здесь есть автор книги о Черском, памяти Черского. Якутский ботор называется. Да, ну, в свое время, значит, мною была подготовлена и выпущена, значит, книга о Николае Васильевиче Черском. Я это сделал для того, чтобы молодое поколение наше, значит, оно, ну, каким-то образом познакомилось с деяниями, с делами тех людей, которые в то время двигали все наше, как говорится, промышленность, экономику. Почему он называется ботор? Наша. Ну, ботор, это, чтобы, как говорится, ботор, это... Он чисто Главный сам, физически, он, Да. это был очень Богатырь, крепкий человек. Физически был крепкий человек. То есть это был настоящий Вот, ботор? да. Это Ну, богатырь. а И русский, подум- естественно, почему? Потому что, я еще раз подчеркну, что люди от всего своего сердца, не только Николай Васильевич, но и большая группа людей, ну, вообще все те люди, которые работали в 50-е, в 40-е, 50-е, 60-е годы, у нас здесь, в Якутии, вносили свою энергию, свой ум, свой разум на развитие нашей территории, они жили здесь с душой и сердцем. Сегодня мы вспоминали русского ботора Николая Васильевича Черского. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.